Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в выпуске «Учитель года» – объявленные победители конкурса педагогического мастерства. Автопарк Минздрава пополняется, приобретены 8 машин скорой помощи. Работа идет без перебоев, продолжается процесс замены лифтов в столице. Сегодня в Сухуме в Абхазской госфилармонии прошла торжественная церемония вручения наград победителям конкурса педагогического мастерства «Учитель года». 7 преподавателей из различных школ республики стали победителями конкурса. В торжественном мероприятии принял участие президент Рауль Хаджимба. Об участниках и победителях конкурса в материале Ренаты Шакая. Конкурс педагогического мастерства «Учитель года» проходил в течение всего года. Были отобраны 14 лучших преподавателей по всей республике. Именно среди них и были отобраны победители. Президент Абхазии Рауль Хаджимба, выступая на церемонии вручения наград победителям конкурса, подчеркнул значимость профессии педагога. Как отметил глава государства, в стенах образовательных учреждений происходит развитие личности и характера молодых людей. И в этом деле важнейшую роль играют учителя. Уважаемые друзья! Сегодня в этом зале мы чествуем лучших преподавателей республики по итогам 2017 года. Трудно переоценить значение качественного образования для построения успешного современного государства, мыслящего, патриотичного общества. Это становится особенно ощутимым в современном мире со все ускоряющимся ритмом жизни и темпами развития во всех сферах. Педагог, вкладывающий в свой нелегкий труд душу, способен раскрыть индивидуальные особенности в своих учениках, направить на верный путь, привить уважение к традициям, разжечь интерес к истории своей страны. Это ваш каждодневный, кропотливый титанический труд, которому отдано все ваше время. И только так можно добиться значительных успехов в такой сложной и тонкой работе. Проводить республиканский конкурс «Учитель года» стало хорошей, доброй традицией в Абхазии. Торжественная церемония награждения участников и победителей – это финишная прямая конкурса, который в этом году проходит в новом формате. Поздравляю всех участников и победителей конкурса. Желаю вам всегда видеть в глазах своих учеников только счастье, улыбки и доброту. Отдельно хочу поздравить наших уважаемых ветеранов педагогического труда, которым указом президента Республики Абхазия за заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия». Из 14 преподавателей-номинантов конкурса «Учитель года» были определены 7 победителей. Марина Сичинава, Анджела Мацапи, Светлана Киртадзе, Светлана Пилия, Нона Адлиба. В номинации «Лучший воспитатель дошкольного образования» победила Аида Миная, воспитательница детского сада Алашара. Лучшим классным руководителем была признана Асмат Лагвилава, преподаватель средней школы номер 10 города Сухум. Учитель учит детей до тех пор, пока сам учится. Именно по такому принципу работает Александра Николаевна Рыбочка, одна из номинантов конкурса. Не скрою, очень приятно стоять на этой высокой сцене, получать поздравления искренне, от всей души. Хочу поблагодарить организаторов этого конкурса профессионального мастерства, уважаемое жюри, которое так высоко оценило нашу работу. Слова благодарности в адрес районного отдела образования Гудаутского района, дирекции русской средней школы номер 4 города Гудаута за доверие, за помощь, за поддержку в моей работе. Хочу выразить благодарность педагогическому коллективу школы и, конечно же, моим детям, ученикам 10 класса, потому что успех учителя напрямую зависит от их знаний, от их активной жизненной позиции. Указом президента за заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия» 35 педагогам. Также указом президента награждены орденом Ахтзапша 3-й степени Татьяна Рогачева и Александр Гулия. Орденом Ахтзапша
США третьей степени Гуния Александра Степановича. Мероприятие завершилось праздничным концертом, в котором приняли участие и сами учителя. Рената Шакая, Беслан Чинджоли, Абхазское телевидение. Сегодня исполнилось 25 лет со дня гибели героя Абхазии Мушни Хварцки, имя которого стало эталоном мужества и самоотверженности, доблести и чести, преданности и беззаветной любви к Апсне. Историк и археолог, он занимался исследованием эпохи каменного века. Мушни входил в число руководителей национально-освободительного движения. По своей природной интуиции, учитывая сложившуюся ситуацию в Абхазии, он предсказывал неизбежность грузинской агрессии и был морально готов к ней. Когда началась война, он становится одним из организаторов народного ополчения. Сначала Мушни командовал отдельным батальоном специального назначения. Затем, по указу Владислава Ардзенба, его назначают командиром Гумистинского оборонительного рубежа. Его дерзкие, хорошо продуманные рейды во вражеский тыл наводили страх и ужас, сеяли панику в рядах противника. Мушни Хварцки руководил боевыми операциями и в то же время занимался формированием Гумистинского фронта. В октябре 1992 года Мушни Хварцки направляют в Восточную Абхазию, где он сформировал боевой отряд и стал организовывать вылазки на вражеские позиции. Во время одной из них в селе Лашкиндар Мушни Хварцки погиб. В прошлом году на месте его гибели в торжественной обстановке была открыта мемориальная доска. Сегодня в нашей программе передача о памяти Мушни Хварцки. А сейчас небольшой отрывок из нее, знаменитые слова о возрождении абхазского народа. Я нисколько не сомневаюсь, что мы победим. Но другое дело, что понимать под победой. Победу духа или победу какой-то физической силы. Расправы нашей над кем-то другим, который на нас пошел. В данном случае, это еще об этом надо еще поговорить. Это другая тема совсем. Я всегда считал, что чем мы станем все, в итоге превратят нас, как это сказать правильно, не хочу, чтобы мой народ стал полностью, была массой, которая занимается доставанием каких-то долларов или рублей. Мандаринами там торговали, нас к этому вели и чуть не привели. Слава Богу, мы к этому еще не пришли, а уже и не придем, я думаю. И вот все то, что происходит, это еще спасибо кое-кому надо сказать. Кстати говоря, если наша нация возродится только через вот это, то, что сегодня и происходит. Через страдания. Через страдания, безусловно. Что Варнадзе сделал, я не знаю, как это сейчас, я не буду характеристику давать этому явлению, это и так видно. Но в итоге он сплотит, возродит наши маленькие народы. И я думаю, что мы выживем в другом качестве, более хорошем, более добром, более мужественном, более честном. К другим новостям. Проблемам развития абхазского языка и созданию нового абхазского шрифта был посвящен круглый стол с участием ведущих абхазоведов, прошедший в Национальной библиотеке. Чтобы развивать язык, необходимо приложить к этому больше усилий, отмечали выступающие. К решению проблем должны отнестись более серьезно все учебные заведения страны, в том числе и университет, а также внедрить как можно быстрее созданный совсем недавно новый проект абхазского шрифта. По словам его создателя Инара Сацба, абхазский шрифт совсем скоро на свой компьютер сможет установить любой желающий. Автопарк Минздрава пополнился новым спецтранспортом. Министерство здравоохранения Абхазии приобрело 8 автомобилей скорой помощи класса А в рамках соглашения между Сухумом и Нижним Новгородом о сотрудничестве в экономической и научно-культурной областях. Сегодня машины были распределены по районам республики. Репортаж Ирины Аршба.
Скорая медицинская помощь – важная составляющая системы здравоохранения, призванная оказывать первую помощь жертвам несчастных случаев и экстренным больным. В этом случае главное – это обеспечение транспортом с необходимым для спасения жизни оборудованием. Министерство здравоохранения Абхазии выделило из своего бюджета порядка 11 миллионов рублей на приобретение машин неотложной помощи класса А. Все машины нового поколения отличаются от прежних комплектацией. Под эти розетки становится медтехника. Так, здесь же наверху поручни все как положено сделано. Это для того, чтобы внутривенно капать, то есть для внутривенных инфузий. Значит, вот такие вещи, приспособления необходимые, все на ней стоит. Но самое важное, вот эти блоки управления медтехникой, все вот такое, она уже заложена под обшивкой, и оно, значит, облегчает нам. Нам просто можно брать, ставить, подключил и поехал. Не нужно, отключил, взял на склад, и, значит, машина может для других целей использоваться. Кроме того, в рамках бюджета 2018 года планируется оснастить машины дополнительным оборудованием. Мы планируем в рамках бюджета 2018 года, это уже принято, утверждено, оснастить дополнительным оборудованием эти машины в 2018 году. Это будет сделано после того, как бюджет вступит в силу. Имеется в виду приобретение некоторых позиций, там кардиографов, аппаратов ИВЛ, то, что необходимо для категории А машин. 2 машины скорой помощи остаются в Сухуме, на станции скорой помощи и в городской больнице. Все районы Абхазии получили по 1 автомобилю. Благодарность сегодня Министерству здравоохранения, правительству за такой подарок. Скорая помощь – это вообще важная часть подразделения здравоохранения любого района, любого города. И транспорт, к сожалению, у нас быстро изнашивается, потому что вы знаете, что у нас дороги желают быть лучше, особенно в селах. Мы же сельский район, в основном обслуживаем села. И транспорт быстро выходит из строя. И сегодня новая машина – это большая подмога для нас. Для нас, для наших больных в первую очередь. И мы на самом деле очень рады. Получаю вообще желание наше хотя бы раз в 5 лет обновлять парк наших автомобилей. Я понимаю, что это экономически тяжело, но тем не менее это необходимо для нас. Как нам сообщил Томас Цахнаки, Министерством здравоохранения в 2019 году запланировано создание единой республиканской службы скорой и неотложной помощи. В следующем году это в рамках нашей программы развития здравоохранения подготовку нормативно-правовой базы по созданию единой централизованной службы скорой и неотложной помощи. Имеется в виду республиканской. Это, конечно, позволит намного эффективнее и качественнее оказывать неотложную помощь в целом по республике, на местах. Конечно, это требует достаточно много времени, поскольку мы будем внедрять новую модель, новую систему. Но, тем не менее, надеемся, что в 2019 году эта служба будет организована. Получив номера и ключи от спецмашин, главврачи районных медучреждений на новых автомобилях отправились в пункты назначения. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В рамках российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии по всей республике проходит замена старых лифтов на новые. В сухумских домах уже установлено около 50 новых лифтов. Работа по замене лифтов в столице идет без перебоев. Сегодня были сданы в эксплуатацию еще 5 совершенно новых лифтов по улице Заречная. Лифтам в сухумских домах уже более 30 лет, при том, что срок их эксплуатации 25 лет. Потому очень много жителей обращается в администрацию с заявлениями о замене лифтов в их домах. Для жителей девятиэтажки по улице Заречная, 38, замена старых лифтов в их 5-подъездном доме, в котором проживает без малого 90 семей, большое событие. Живем уже 30 лет в этом доме. Все хорошо, лифты нам новые поставили, все прекрасно, работали хорошо, отлично, можно сказать. Мы все такие довольные, слов нет.
Большое спасибо всем. Поломки были, и вообще уже те подъезды вообще в первом вообще не было лифта, и проблем было много. Но сейчас мы надеемся, что все будет хорошо. Современные лифты из Карачаровского механического завода поступают в Абхазию из Москвы. Они отличаются хорошим качеством и удобством в эксплуатации. По словам гендиректора фирмы «Абхазлифт» Тимура Чкотуа, помимо демонтажа старых и установки новых лифтов, была проведена большая дополнительная работа. Помимо лифта сюда нам приходится ставить ШР, называется шкаф распределительный. Это вот в подъезде на первом этаже. То есть это устарело, после войны прошло уже сколько лет, старое снимаем. Это не только для лифта, и жителям по электроэнергию могут подключаться, ставим мощный. Приходится ставить стабилизаторы напряжения, так как у нас напряжение то повышается, то понижается, а новый лифт без него не получается работать. Крыша над лифтовыми помещениями, крыши не было, то есть текла. Пришлось нам дополнительно делать крышу там. Жильцы, безусловно, рады тому, что в их домах появились совершенно новые комфортные лифты. Ведь со старыми всегда было очень много хлопот из-за частой поломки. В случае остановки лифта нового образца можно выбраться из него, позвонив в соответствующую службу, номер которой указан в каждом лифте. На старом было, мы сами открывали, но сейчас это вообще невозможно открывать, когда света нету. А когда, если был бы человек здесь, можно было что-то спасти. А так... Во-первых, мне очень плохо и боюсь в лифте. А вот качеством лифта нового, как вы довольны? Очень даже довольны, очень даже все нормально, хороший. Все красиво, все так сделано. По словам Чкотуа, должна существовать диспетчерская, которая позволит наблюдать за работой того или иного лифта дистанционно и в случае неисправности оперативно эвакуировать людей из лифта. Данный вопрос сейчас решается. А пока работа фирмы «Абхазлифт» продолжается, и следующая партия новых лифтов будет установлена уже в ближайшие дни в доме напротив, на этой же улице, Заречная, 40, а также на Эшба, 183 и в многоквартирных домах нового района столицы. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометеоцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода, ночью преимущественно без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью 3,8, днем 5-10 градусов, температура морской воды 13 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.